Это 42 размер. И я знаю, что ребята будут взрослые, большие. И вот я поэтому лекалу краила. В свои 92 года Вера Бакаева ловко владеет скорняжным ножом. Для ребят, которые сейчас находятся в зоне СВО, она шьет меховые стельки. Буквально за пару дней подготовила 140 пар. Все вручную. Вспомнила, как я пережила войну. И думаю, ребята молодые замерзнут. Думаю, у меня были 2-3 шубы, мне принесли. И я начала кроить стельки. Думаю, да они не пропадут. Если я им стельки, они будут в тепле. Вера Бакаева – узница концлагерей. В самом начале Великой Отечественной при эвакуации из Углича ее семья попала под бомбежку и оказалась у фашистов. На глазах маленькой Веры сожгли маму и братика, повесили отца. После попала в детский концлагерь, где над нами проводили опыты, рассказывает она. Через 2 года кошмара она окажется в госпитале. Дальше детский дом под Казанью. Здесь она начала работать на меховой фабрике. Мы краили полушубки белые, из белого меха, вы знаете, как красиво. И наша продукция каждый день отправлялась на фронт, полушубки белые. Только мы, одна в Казани, была меховая фабрика по России. И мы работали дети войны. После Великой Отечественной так и осталась на фабрике и проработала 48 лет. Поэтому сейчас, даже не думая, взялась за работу. Бойцам на СВО меховые стельки Вера Георгиевна передает через волонтеров. В одну из пар, говорит, положила записку с пожеланием и своим номером. И ей позвонили. Чунька ходим, это только так. В общем, спасибо вам, благодарность. Дай Бог вам доброго здоровья. Как они прям, она молилась прям. Я даже плакала. Своим мастерством Вера Бакаева делится с волонтерами. Они у нее частые гости. Сегодня навестить пришло молодое поколение. Вера Георгиевна настоящий герой. Есть герои, которые защищают нас на Донбассе, а есть герои, которые обеспечивают всем необходимым, приближая тем самым победу. Для ее возраста это большая честь, что она занимается таким делом, что она помогает военнослужащим. Желание помочь людям дает ей силы не ощущать своего возраста. Она всегда на одной волне со страной. Вера Георгиевна признается, будет помогать военнослужащим и дальше. Сколько я прошла. Я вообще рада, что ребята довольны. Рада, что я чем-то могу помочь. Ну, сейчас вот меху-то нет. Я бы до утра, до ночи краила бы. Только даже спать и есть не стала бы. Лишь бы только отправить ребятам что-то. Ребятам она посвящает и песню. В чулане гармонь запылилась, нет в этом гармошке вины. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.